Бахал бы даиман яхьюла конгиш, вече махулы яхью цева. Пусть живут вечно достойные сыновья, а недостойных век пусть будет краток. Вот такой примерный перевод слов Али Хашигулькова. Почему мы вспомнили слова классика ингушской поэзии? Вчера на нашем телеграм-канале мы опубликовали пост, где сообщается, что в Российском центре науки и культуры на Кипре прошел комплекс мероприятий, приуроченных к празднику. Там была открыта тематическая уличная экспозиция «Народное единство России», которая рассказывает об истории многонациональной страны и самого праздника. На ограде посольства размещена экспозиция, посвященная рукотворным и природным достопримечательностям России. Это фотографии историко-архитектурных памятников, зодчества и пейзажей от храма Василия Блаженного в Москве и величественных каменных башен Ингушетии до небоскребов Москвы-Сити, лугов и рек вокруг Покрова, на Недле во Владимирской области и вулканов Камчатки. Казалось бы, обычная новость. И наши подписчики, наверное, не до конца прошли этот пост. Но, друзья, то, что в столице Республики Кипр, Никосия, размещены ингушские башни, уверены, многие жители этой страны не слышали ни про Ингушетию, ни про наши башни. Это большая работа в плане продвижения нашей республики на мировой арене. Что такое Кипр? Это офшоры, где крутятся деньги богачей всей планеты. Возможно, благодаря этой скромной экспозиции многие узнают о нашей республике. Как вы думаете, случайно там оказались ингушские башни? Конечно же нет. Это благодаря Мурату Магомедовичу Зазикову, который является чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Кипр. То, что этот человек является достойным сыном своего народа, показывает не только ингушские башни в столице Кипра. Тут еще один немаловажный факт. Вы обратили внимание на башенный комплекс? Да, это башни Таргим. А родовые башни Зязиковых – Бархане. Вот это и есть пример, что он достойный сын нашего народа, всего народа. Мы не хотим этим видео петь оды Зязикову, да и не нуждается он в этом. Мы хотим этим примером призвать каждого ингуша, чтобы мы, где бы ни находились, помнили о своей малой родине и прославляли ее. И достойно несли звание кавказец, горец, войнах, ингуш, онах. И пусть поступки наши будут соответствовать нашим адатам и кодексу чести онах. И пусть Всевышний нам поможет в этом. Закончим свой короткий рассказ мы также словами классика. Великие истинные дела всегда просты, скромны. Лев Николаевич Толстой. Аллаху барца булбай.